Дорога из Чила на Тейде. Вот первая смотровая площадочка с красивым панорамным видом на остров Ла-Гомера. В хорошую погоду правее мы видим остров Ла-Пальма. Ну, сейчас тучки загораживают. Вот. И в хорошую погоду левее острова Ла-Гомера на кратчайшее расстояние 32 километра, но это от среза воды от нашего места, где мы находимся, ну, примерно до среза воды до берега Ла-Гомеры 42-45 километров. Итак, в хорошую погоду левее видно вот с этого места небольшой, самый маленький среди 7 крупных Канарских островов Эль-Хьерро. Но сейчас мы его не видим. Итак, вот с этого места, где мы сейчас производим съемку, левее должен быть виден остров Эль-Хьерро. Вот такая красивая панорамная площадочка. Вот. Так, впереди скала и такое вот белое, если сейчас на экране это видно, это станции мобильной связи, ретрансляторы, антенны такое ретранслируют, чтобы была устойчивая мобильная связь. Две основных компании, которые более устойчивые, это Vodafone, Mobistar. У Orange там расценки где-то дешевле, но у них менее устойчивая связь. Вот. Ну и вообще мелкие, или они пользуются вот услугами Vodafone и Mobistar. Это если кто-то будет покупать симку местную, как бы моя рекомендация, я лично Vodafone пользуюсь. Вот такая смотровая площадка. Нам сегодня повезло, и мы рано выехали. Сейчас нет ни автобусов, ни других машин. Вот. Против солнца, не знаю, получится или нет. Тейде, вот левее, который более... Вот. Значит, вулканы делятся по форме. Вот Тейде типичный стратовулкан, вот как прямоугольник. И вот правее мы видим Пико Вьехо, старый пик в переводе. Это щитовой вулкан. Вот в форме кургана, как бы для меня такая ассоциация. А вообще ученые называют эту форму щитовой вулкан. Итак, Тейде это стратовулкан по форме, а Пико Вьехо это щитовой. Дорога, по которой мы приехали, вот посмотрите. Красивые панорамные виды, более прямая. И мы вот поедем туда выше на Тейде. Спасибо.